Добрый день, дорогие жители республики. Сегодня моя речь будет, скорее всего, очень эмоциональной. Стою я перед памятником Степану Васильеву, одному из основателей нашей республики. Сегодня я буду говорить не о 9 мая, о великом празднике Победы. Сегодня я буду говорить об изменениях, о внесении изменений в нашу Конституцию Республики Саха-Якутия, которая 30 апреля поступила в Вильтюмен на рассмотрение. 30 апреля, когда вот 10 дней у нас идут праздники. 30 апреля, когда в республике введены ограничения, когда нельзя будет собираться и обсуждать что-то. Когда даже в масках, перчатках, без прививки нельзя будет ходить к ветерану, чтобы подарить наш ежегодный подарок. А внесения очень простые. Республика перестает быть в нашем понимании, республика перестает быть республикой. Без Конституционного суда, когда Эль-Тюмен даже прокуроры не могут согласовать, когда главы будут назначаться сверху, когда во власть придут лизоблюды, которые будут работать только в интересах вышестоящего органа, и никто никогда не будет слушать своего народа. Да черт с ним. Пусть даже нас уберут, которые идут от имени народа, пусть нас убирают. Но, друзья мои, Конституция – это не расписка. Конституция – это не бумага для подтирания. Ее надо обсуждать. Если раз уж касается жизни всей республики, этот вопрос должна быть обсуждена во всех уровнях. Общественностью, депутатами, со всеми. И не через ВКС, не через телефоны и видео, а сидеть и обсуждать, как делали наши предки. Друзья мои, мы будем отмечать столетие нашей республики. И мы каждый год восхваляем наших старших братьев Аммосова, Аюнского, Барахова, Степана Васильева. То, что они были на истоке автономии, то, что мы получили автономию. В начале 90-х мы восхваляем Михаила Ефимовича, потому что мы получили свою конституцию. Когда мы начали как народ чувствовать себя самодостаточными. А сегодня вот эти изменения, это плевок в наше прошлое. Зачем мы эти праздники тогда вообще... Зачем мы эти праздники вообще празднуем? Просто для красивого словца? Мне злости не хватает, честно говоря, друзья. Давайте будем справедливыми. Если наши депутаты примут вот эти изменения, тогда мы должны называться не республикой, а губернией. Наш глава не должен называться главой, он должен быть губернатором. Тогда будет все справедливо. Пусть назначают, пусть все будет. И не будем мы делать вид, что мы республика, что мы что-то решаем. Я больше чем уверен, что Татарстан, сохранивший на сегодняшний день свою государственность, имеющий своего президента, так быстро не изменит свою конституцию. Я считаю, что это последний гвоздь нашей самодостаточности. То, что мы являемся республикой. То, что мы защищали, что защищали наши предки, за что их расстреливали, это плевок их в сторону. И, уважаемые депутаты Эль-Тюмена, если вы так легко это пропустите, это будет, история, скорее всего, нам этого не забудет. Мы очень мудрый народ. В свое время мы закон о местном самоуправлении приняли самый последний. Потому что мы ждали, как же все это будет повлиять на людей. И мы этим гордимся. Потому что очень много изменений было, очень много деревень было уничтожено в связи с этим принятием этого закона. Мы приняли, когда все устаканилось. Мы должны поступить так же. Мы должны все это обсудить с народом. Мы должны, если речь касается изменения муниципальных образований, мы должны это обсудить в съезде муниципальных образований. Это все-таки наше будущее, моего ребенка, моих детей, моих сыновей, моих дочерей и моих внуков. И не имеет права один человек решать за нас все. Я предлагаю депутатам вернуть этот законопроект
Или же продлить ее, когда все устаканится, когда пандемия закончится, когда мы можем будет собираться и обсуждать на собраниях жителей, на собраниях глав, вообще, чтобы мы это дело обсудили. Не надо идти по пути, которым нам навязывают. У нас своя республика, у нас свой путь.